Сегодня мы рассмотрим с вами, как Великая Победа переросла в позорное поражение, что повлияло на такой поворот событий и какую роль в этом сыграл крымский владыка. С вами Андрей Саменин. Это программа об истории крымских татар. Как мы помним, Петровское войско устроило кровавую вакханалию в области войска Запорожского. Городки сожгли, а Сечь взяли штурмом. Жестоко расправились с пленниками и местными жителями. Узнав об украинской резне, султан, очевидно, утратил веру в возможность победы над московским войском и снова запретил крымскому хану вмешиваться в северные дела. Иным было настроение у хана Девлета. Он попросил помощи у своего турецкого единомышленника Исмаила Паши, на что визирь ему сообщил, что султан одобрит выступление Крыма лишь в том случае, если Турции будет гарантирована выгода от будущей победы шведско-татарского войска над русскими. Это означало, что Гирей и Карл XII должны были предварительно заключить договор с Турцией, согласно которому они не могут подписать мир с царем, пока в трактат не войдет пункт об ограничении дальнейшего продвижения русских на юг. Турция более всего опасалась сепаратного шведско-русского мира, при котором она осталась бы с Россией один на один. В те же мартовские дни к хану прибыли гонцы из Украины. Они доставили в Крым письма от Мазепы, который призывал Девлета объединиться с ним для выступления совместно со шведской армией. И письмо от канцлера шведского короля, в котором швед призывал хана воспользоваться моментом и сложившимся положением для того, чтобы выступить против общего врага. Весть о разрешении султана пришла к хану, когда он, вопреки предыдущему приказу, уже вывел свою конницу к Днепру, разбив по пути несколько русских городков. Но вдруг хан остановился, обескураженный известием о русско-шведском мире, якобы заключенном под Полтавой. Этот фальшивый слух был развеян только спустя месяц. Тогда же в ставку к Карлу XII прибыли два ханских посла и объявили о готовности хана продолжить марш. Хан разделил свое войско на две части. Одна перешла реку Ворсклу и остановилась в 50 километрах от Полтавы. Другая выдвинулась к реке Самаре, о чем российскому командованию донесли два перебежчика. Мазепа поспешил установить связь с Девлет-Гиреем и сообщил ему, что в дальнейшем надеется на покровительство и защиту хана. Казалось бы, победа была близка. Против 60 тысяч русских должны сражаться около 75 тысяч объединенных сил противника. Но пока турки вели эту мелочную торговлю, Петр воспользовался в отсутствии татар своим почти двойным численным превосходством, и началась Полтавская битва. Петр переиграл противника стратегически, лишив его возможности получить помощь из Крыма или Турции. В то же время он подавил мятежное казацкое движение. Итак, 27 июня шведский король оказался один на один с противником, в 2,5 раза превосходившим его армию. Царь веселился в своем шатре, поднимая заздравный кубок за плененных шведских военачальников, чьих запорожских соратников тут же, неподалеку, на глазах у шведских солдат, колесовали и сажали на кол. Что касается крымско-татарской рати, то она вернулась за Ворсклу и Самару и не сдвинулась с места до августа, принимая к себе отдельных уцелевших от разгрома шведов, с
Скорее всего, хану просто не верилось, что полтавская катастрофа необратима. Пока шведы медленно двигались в южном направлении к Днепру вдоль правого берега Ворсклы, Петр I делал все возможное, чтобы захватить Карла. Он объявил за голову врага огромную по тем временам сумму – 100 000 рублей и повышение герою до генеральского чина, в каком бы звании он до этого не был. Сразу после победы под Полтавой Петр I предложил Карлу XII почетный мир, по условиям которого король должен был пожертвовать некоторыми шведскими территориями в Прибалтике. Карл XII отказался от столь унизительных условий, потому что он работал над созданием новой шведско-турецко-крымской коалиции, направленной против России. Примечательно, что уже из Очакова, первой турецкой крепости, где Карл остановился после Полтавского разгрома, он шлет своего постоянного представителя в Бахчисарай. Король не без оснований полагал, что хан первым пойдет навстречу его планам, ведь Девлет-Гирей был единственным в Европе правителем, интересы которого в отношении России полностью совпадали со шведскими, и который никогда не торговался с королем, а предлагал свою помощь на любых условиях. В августе 1709 года Девлет-Гирей предлагал все свое войско, чтобы помочь Карлу пробиться в Померанию, где стояла крупная группа шведских войск. Снова в обход Турции. От любых переговоров с петровскими дипломатами крымский хан отказался. Другой была политика хана по отношению к шведам, которые в 1710 году прислали нового посла Лагерберга в Бахчисарай. Хан озвучил ему свое предложение о союзном крымско-шведском договоре. Узнав об этом, Карл предложил привлечь к будущему союзу и казаков Пилипа-Орлыка, который, по словам шведского короля, как полководец обладает чрезвычайно высоким авторитетом во всей Европе. Одновременно обсуждалась и проблема возвращения Карла XII из Турции в шведскую армию, которая стояла в крепостях Померании. Хан снова предлагал 40-тысячные войска в качестве эскорта королю. При этом Гирея не страшила ни польская, ни даже австрийская армия. Такая политика крымского владыки обусловлена всеобщим мнением о короле шведов, гениальном полководце, но слабом политике. Девлет-Гирей считал, что место Карла в главной армии Швеции, от которой его отделяла добрая 1000 миль. Король должен был стать во главе своего основного войска, до Полтавы не знавшего поражений, и вести шведов от победы к победе, а не тупить перо в бесплодной переписке с султаном. Проведав о таких замыслах крымского владыки, встревожился уже царь Петр. Он послал в Стамбул протест против крымского сопровождения, понимая, чем грозит ему появление десятков тысяч татар в Польше или Северной Германии. Султан протест царя отклонил, но тот выставил ультиматум: если король не будет удален из Турции, то русские войска пойдут к турецким границам и возведут там свои крепости. Султан счел себя оскорбленным таким вмешательством в его внутренние дела, а хан, пользуясь этим гневом, склонил его к объявлению России войны. Хан отбыл домой, чтобы готовиться к зимнему походу на русских. Такие же приготовления были сделаны и в Турции. Началась русско-турецкая война, причем целиком по инициативе Девлет-Гирея. Он же и открыл военные действия, выступив на Украину во главе своего войска.